Веселая наука. Hablas Hablas español? español? Parlez-vous français? Ni zui шо ван ма? Если вы ответили «си», «oui» или «хуэй», или вы смотрите это шоу на английском, вероятно, вы принадлежите к двуязычному и мультиязычному мировому большинству. И кроме того, что вам проще путешествовать, или вы смотрите фильмы без субтитров, знание двух или более языков значит, что ваш мозг, вероятно, выглядит и работает по-другому, не так, как у людей, говорящих на одном языке. Так что же это значит — знать язык? Способность к языку типично измеряется двумя активными частями — речью и письмом, и двумя пассивными частями — чтением и аудированием. В то время как сбалансированный билингв имеет примерно равные возможности на двух языках, большинство билингвов знают и используют свои языки в разных пропорциях. И в зависимости от ситуации и того, как они овладели каждым из языков, они могут быть классифицированы на 3 типа. Например, возьмем Габриэлу, чья семья эмигрировала в США из Перу, когда ей было 2 года. Как чистый билингв, Габриэла вырабатывает 2 лингвистических кода одновременно, с единственным набором концепций, изучая и английский, и испанский по мере знакомства с окружающим ее миром. С другой стороны, ее брат-подросток может стать координативным билингвом, имея дело с 2 наборами концепций, изучая английский в школе и продолжая разговаривать на испанском дома и с друзьями. И, наконец, родители Габриэлы, скорее всего, субординативные билингвы, которые выучили второй язык, пропустив его через их основной язык. Так как все типы билингвов могут стать экспертами в языке, независимо от акцента и произношения, разница может быть неочевидна для случайного наблюдателя. Но недавний прогресс в технологиях визуализации мозга дал нейролингвистам проблеск на то, как специфические аспекты изучения языка влияют на двуязычный мозг. Хорошо известно, что левое полушарие мозга является более доминантным и аналитическим в логических процессах, а правое полушарие более активно в эмоциональных и социальных. Однако это вопрос степени, разница не абсолютная. Тот факт, что язык вовлекает оба этих типа функций, а латерализация развивается постепенно, с возрастом, привел к гипотезе критического периода. Согласно этой теории, детям легче изучать языки, потому что пластичность их развивающегося мозга позволяет им использовать оба полушария в освоении языка, в то время как у большинства взрослых язык связывается с одним из полушарий мозга, обычно с левым. Если это правда, то изучение языка в детстве может дать вам более всеобъемлющее понимание его социального и эмоционального контекстов. В свою очередь, недавние исследования показали, что люди, освоившие второй язык во взрослом возрасте, демонстрируют менее эмоциональный и более рациональный подход, когда сталкиваются с проблемами во втором языке по сравнению с их родным. Независимо от того, когда вы осваиваете дополнительные языки, мультилингвизм дает вашему мозгу значительные преимущества. Некоторые из них зримы, такие как более высокая плотность серого вещества, которое содержит большинство нейронов и синапсов вашего мозга, и большая активность в конкретных областях при овладении вторым языком. Усиленные упражнения, которые мозг билингва получает на протяжении жизни, также может способствовать отстрочке таких болезней, как деменция и Альцгеймера до 5 лет. Идея больших когнитивных преимуществ билингвизма сейчас кажется естественной, но она бы удивила ранних экспертов. До 60-х годов билингвизм считался препятствием, замедляющим развитие ребенка в связи с большой затратой энергии на разграничение языков. Вывод, сделанный на основе ошибочных исследований. И в то время, когда более позднее исследование таки показало, что время реакции и ошибки увеличиваются у некоторых билингвов в межязыковых тестах, оно также показало, что усилие и внимание, необходимое для переключения между языками, запускают большую активность и потенциально усиливают дорсолатеральную префронтальную кору. Эта часть мозга играет огромную роль в организационной функции, решении проблем, переключению между задачами и фокусировании, фильтруя ненужную информацию. Итак, хотя билингвизм не обязательно сделает вас умнее, он таки сделает ваш мозг более здоровым, комплексным и активным. И даже если вам не повезло, и вы не выучили второй язык в детстве, никогда не поздно сделать себе одолжение и совершить лингвистический прыжок от «привет» до «ола», «бонжур» или «нихао». Потому что когда речь идет о нашем мозге, небольшие упражнения могут завести нас очень далеко.